Как развивать Сухумский район? Из чего складывается его бюджет и сложно ли привлекать инвестиции? Об этом будем говорить с главой администрации района Алхасом Читановым. Здравствуйте, Алхас. Добрый день. Итак, начнем разговор с вопроса, который волнует всех жителей Абхазии. В свое время он имел резонанс, и сейчас до сих пор за ситуацией следят. О несанкционированной свалке на реке Гумиста, близ памятника погибшим бойцам Отечественной войны народа Абхазии. Знаем, что местные власти уже прилагали усилия, чтобы решить эту проблему. Как на сегодня обстоят дела? После последнего освещения этой ситуации, конечно, ничего, к сожалению, в лучшую сторону не изменилось. Последний раз уборка на этой территории производилась на прошедшей неделе, в начале прошедшей недели. Но не прошло и нескольких дней, как мы опять наблюдаем ту же самую ситуацию, которая была, может быть, чуть в меньших количествах, но факт остается фактом. На самом деле, вроде бы не такое там место пустое, глухое и так далее. Достаточно пустое, пока на улице еще прохладно, на природу люди мало выезжают, поэтому там не освоенное место, там практически никакой деятельности не ведется в осенне-зимний период, поэтому и пользуются те недобросовестные граждане, которые занимаются вот этими деяниями. Что дальше? Дальше, уборка, естественно, будет производиться, но впредь, чтобы не допускать этого, в будущем даны определенные указания силовым структурам, и мы предпринимаем ряд мер, которые, надеюсь, что в ближайшее время дадут свои плоды, и об этом будет оглашено во всеуслышание. Надеюсь, что у людей появится сознание не повторять. Но рассчитывать на это не приходится, потому что эту картину мы наблюдаем уже десятилетиями. Она не меняется никак ни в лучшую сторону, так и в худшую сторону. У нас постоянно там эта проблема. На сегодняшний день есть ряд технических возможностей, которые позволят нам выявить этих недобросовестных граждан и уже соответствующим образом, в соответствии с законом, поступить. Вы имеете в виду камеры, да? И камеры, и... Да, есть еще ряд работ, которые нужно будет там провести. Вы говорите, что десятилетиями проблема не может решиться, но мы, например, узнали, что это в последнее время якобы произошло. То есть это было и раньше, а резонанс получилось. Резонанс получилось, да, сейчас, но, к сожалению, это происходит периодически. И из раза в раз мы там предпринимали разные методы. И рвы рылись, и шлагбаумы ставились. Но это все помогает на очень короткий срок. А в чем проблема? Может быть, проблема с вывозом мусора в районе существует? Вы знаете, проблема, конечно, существует, потому что это больше всего это не бытовой мусор, это строительный мусор. А насколько я знаю, сегодня даже в районе есть места, куда мы просим привозить строительные отходы, дабы заполнить некоторые пустоты, которые образовались в результате определенных стихийных бедствий, которые имели место быть в Сухумском районе. То есть с выбросом такого характера мусора проблем нету. И также нету с вывозом и с выбросом бытового мусора. Мы регулярно, коммунальные службы работают. А так общая проблема, конечно, есть. Это удаленность этого полигона. Мы всем известно, куда ТБО вывозится, но это все финансируется, это все содержится, есть соответствующая техника. Может быть, по времени в летний период оно бывает не успевается, да, но тем не менее таких проблем больших нету. Это все происходит из-за, скажем мягко так, несознательности или с целью экономии этих людей, которые занимаются физически вывозом, то есть водители большегрузных машин, дабы сэкономить на расходе топлива или далеко не ехать. Да, пользуются тем, что мы наблюдаем, к сожалению. Печально, да.
Мы с вами уже как бы неоднократно встречаемся в этой студии, говорим о жизни района, и хотелось бы все-таки, вот, может быть, вы инициируете какую-то новую тему. Что нового происходит сейчас в районе? Над чем сегодня ломают головы местные власти? И вот наиболее злободневная проблема. Ну, как вам всем известно, у нас начался 23-й год. Этот год ознаменован с юбилейной даты, самой значимой для нашего народа и государства. Сейчас идет такая подготовительная работа по приведению в порядок всех наших памятных мест, связанных с нашими ветеранами, отдавшими жизнь за нашу свободу. И вот в этом направлении предпринимается ряд мероприятий, которые позволят достойным образом в срок встретить, то есть чтобы ветераны могли прийти на те места и поклониться своим однополчанам, которые, к сожалению, не дожили. Это один вопрос. И остальные каждодневные будни любого, наверное, района в Абхазии — это энергообеспечение, водоснабжение, наши сельские дороги, которые... И устранение таких, скажем, небольших масштабов, но стихийных бедствий, которые нам периодически доставляют хлопоты финансовые и всяческие. Это вот в селе Киласур у нас тоже в этом году опять река вышла из берега, и часть дорожного полотна, который в прошлом году осенью и в конце года 2 раза ремонтировалась, и нам пришлось вот сейчас на прошлой неделе эти работы, хотя и объем был небольшой, но с периодичностью раз в полгода или чуть меньше приходится выделять иную сумму с тем, чтобы как-то поддерживать эту дорогу и чтобы автобусное сообщение или транспортное сообщение не прерывалось. Дорогие работы, вот, которые сейчас провелись в последний раз? Сейчас мы провели, сметная стоимость это 350 тысяч рублей. Повезло на этот раз. Небольшой отрезок дороги был испорчен, но в прошлом году это были достаточно внушительные суммы для бюджета Сухумского района. Это несколько миллионов рублей было потрачено вот на одну эту дорогу. А возможности как-то вот более кардинально решить проблему нету? Мы в прошлом году, в начале года, проводили работы по выпрямлению русла реки и обсыпке, так скажем, берегов. Но ввиду того, что это насыпное сооружение без укрепительных работ, это все сопряжено с большими тратами, оно долго служить не может. То есть непогода у нас учащается, все мы свидетели этих явлений, когда обильные дожди на протяжении очень короткого времени выпадают. Это сопряжено с тем, что аккумулируется огромный объем воды, и вода ищет себе выход, а выходит там, где слабо получается. Решить капитальный этот вопрос на сегодняшний день и даже на уровне республики это не представляется возможным. Там нужно строить берегоукрепительные сооружения. Вот если мы в прошлом году порядка километра русла выпрямляли и вычищали, ну вот 70% от этого расстояния нужно проводить капитальные работы, связанные с тем, чтобы не допустить в будущем вот такого рода катаклизмы, которые мешают. Понятно. Вы говорили о работе по проведению памятников к 30-летию, да, в порядок, к 30-летию Победы. Это касается монумента Владислава Ардзенба, касается каких-то других объектов. Расскажите подробнее. Монумент Владислава Григорьевича находится на балансе в ведении Министерства культуры. Те работы, которые граждане могут сегодня там наблюдать, они бюджета района не касаются. Я говорю об остальных памятниках, которые у нас в районе имеются. Тут и речь идет о памятниках общесельских. Есть еще много памятных мест, где ветераны отмечали места, где погибли их однополчане. То есть это разовые такие стелы и гранитные камни. Но они разбросаны по району, их достаточно много. Вот об этом речь идет. Мы говорили с вами ранее тоже о бюджете, и
исходя из этого, как бы известно, что основным предприятием, которое бюджетообразующим, Да. в Сухумском районе, был duty-free. Сейчас, насколько мы знаем, duty-free не отчисляет в бюджет Сухумского района какие-то средства. Скажите, пожалуйста, как эта ситуация сказалась? Не совсем так дела обстоят. Скажем так, львиная доля платежей, которые две эти организации, это Absolute Duty и Флагман Duty, осуществляют бюджет Сухумского района, это речь идет о налоге на прибыль и подоходном налоге с заработной платы, они в этом финансовом году отнесены в доходной части бюджета Гагарского района. А что касается подоходного налога с дивидендов, который это учредительская прибыль, которая распределяется между учредителями, на эту сумму начисляется тоже подоходный налог, и налог на имущество, они остались в доходной части бюджета Сухумского района. Существенная сумма выпала, конечно же. Какая часть? По прогнозам, опять же, это прогнозные цифры, они всегда, так скажем, имели тенденцию к перевыполнению. По прогнозу, согласно индикативного плана, на 2023 год ожидаемая доходная часть из этой составляющей общего объема налогов, которые уплачивались этими организациями, 68 миллионов рублей выпало из бюджета Сухумского района. Ну и как вы справляетесь сейчас? В бюджете республики были предусмотрены. То есть доходная часть бюджета на сегодняшний день состоит из собственных доходов, как и все бюджеты республики, всех районов, из дотаций, субсидий. То есть мы на сегодняшний день из тех сумм, которые выпали, исходя из того, что мы сейчас говорили, нам бюджет республики будет компенсировать в виде дотации в сумме размере 98 миллионов рублей. Общий объем межтрансферных платежей составляет 134,1 миллион рублей. Это 35,8 субсидий. Субсидии направляются на повышение заработной платы отдельным категориям работников. Это согласно межправ соглашения. И 98 миллионов рублей – это дотации, которые мы ожидаем с республиканского бюджета в части компенсации тех потерь, которые понес бюджет Сухумского района. Сейчас я не совсем поняла. То есть они компенсируют большей суммой, чем которую вы отдали Гагре? 68 по прогнозам выпадения составила. Сумма дотаций на 2023 год будет составлять 98 миллионов. Вообще обрадовались в администрации такому положению дел? Или все-таки было лучше распоряжаться своими средствами, которые непосредственно поступают? Конечно, тут, знаете, как трудно сказать. С одной стороны, да, это бюджет, это закон, и он будет исполнен, но есть определенные трудности, когда физические деньги не находятся в управлении, то есть мы должны будем определенную процедуру их получения проходить, и они нормированы, то есть по кварталам. Минфин имеет соответствующий план по всем районам республики. Это отчасти, конечно, сдерживает. Да, но когда менее зависим с точки зрения финансов, то есть доходная часть формируется из независящих ни от какого государственного органа, скажем так, да, с источников, они имеются в наличии. Оперативность принятия, адекватное решение существующих, по возможности, проблем, она, конечно, упрощала работу администрации, и мобильность была совсем другая. Есть, конечно, определенные издержки, но вот эта компенсация, которая записана... Моральный ущерб. Да, бюджет. Так, знаете, как двоякое ощущение. Смотрите, там разлилась Было река, бы хорошо, конечно, если средства. остались бы эти доходы, эти плюс 30 миллионов Сухумскому, как одному из самых пострадавших районов в Отечественной войне, помогли бы, но, к сожалению, пока имеем то, что имеем. Надеюсь, что в будущем мы сможем обратить на это внимание тоже.
Понятно. Вы затронули проблемы водоснабжения, энергообеспечения, ну и Да. таких вот текущих, как вы назвали, проблем. Ну и какова ситуация? Много ли сейчас сел в районе, которые вот, проблематично поступает вода? Ну, сейчас отдельно взятое село характеризовать как проблематичное с точки зрения водоснабжения не могу, но практически в каждом селе, ну, за исключением Псху и Киласура, и Акапу можно туда отнести, есть определенные трудности. Они сопряжены то ли с авариями, то ли с тем, что в летний период уровень воды на основном водозаборе в селе Гума, на Гумисте, на Восточной Гумисте, конечно, дебют воды очень низкий. Есть определенные проблемы, связанные со временем года и с тем, что, ну, так скажу, технической возможности довести до конечного потребителя необходимое количество воды происходит, ну, так, что в каком-то отдельно взятом селе существовала такая большая проблема, такого нет. Мы периодически уже на протяжении многих лет пытаемся эти вопросы разрешить, но достаточно, так скажу, водоснабжение в районе, район охвачен централизованным водоснабжением в большей степени. Определенные проблемы, конечно, есть, как я и говорил, они сопряжены с разными моментами. Ну, энергетика. Энергетика. Каково состояние энергетического хозяйства? Тут, конечно, наши возможности абсолютно несоизмеримы с тем объемом проблем, которые нужно разрешать, но, тем не менее, ежегодно из бюджета района выделяется определенная сумма. В прошлом году это было порядка 6 миллионов рублей на приобретение разного рода материалов, которые сотрудниками районной электросети дальше проводятся ремонтно-восстановительные работы. Это и те же трансформаторные установки, линии, высокие линии, низкие линии. Ну, к сожалению, с опорами мы им помочь не можем, но нам была оказана спонсорская помощь, так скажем, на что мы приобрели специализированную технику, которая в повседневной работе им необходима. Вот у нас есть определенные проблемы. Мы, знаете, имея даже сегодня необходимый набор материалов, вот от начала до конца, чтобы проблему на определенной улице закончить, работа стоит из-за того, что нету специализированной техники. Вот вышка, можно сказать, что у Черноморэнерго в оперативном управлении находится манипулятор, который также необходим, мы помогли отремонтировать. Он есть, сейчас не такой, какой хотелось бы, но все равно можно работать. Вот сегодня, 2 недели тому назад в селе Гумиста были проведены начальные работы по замене линий. Вот до сих пор бригада не может продвинуться дальше, потому что элементарно нету буровой установки, которая поможет поставить, вот весь материал есть, буровая установка, она в Черноморэнерго одна единица, она занята на других работах, и мы не можем физически дождаться очереди. Казалось бы, весь необходимый набор материалов в наличии есть, нами приобретен, но работы провести не можем, и это, конечно, вызывает определенное недоумение у наших жителей, обоснованные недоумения. Вот в этом отношении, конечно, есть большие проблемы. Если бы сегодня наша районная электросеть была оснащена хотя бы несколькими единицами необходимой техники, эти работы были бы гораздо быстрее, проводились бы, и мы процент аварийности, который ежегодно у нас, к счастью, понижается благодаря вот тем усилиям, которые прилагают сотрудники электросети, оно бы уменьшалось бы еще больше. То есть сейчас жители района периодически испытывают сложности с энергообеспечением? Да, есть такие районы, куда мы физически не успели дойти, где не хватило ни материальных ресурсов для того, чтобы приобрести те же провода и всю оснастку, которая необходима. Конечно, проблема существует, но из года в год методичная работа идется, каждый год составляется план работы. К сожалению, мы этот план выдержать не можем в силу вот этих субъективных
и объективных причин, которые там и погодные условия бывают, разные моменты. Основная проблема – это отсутствие необходимой техники. А как платят за электричество Платят по новым очень тарифам? плохо. Очень плохо платят, не относительно, без даже относительности новых тарифов. Это традиционная проблема, которая наблюдается. Наши платежи, если сумму годовой подбивать, не превышают 30%, а то и меньше. Время от времени, конечно, вот на квартальных, на полугодовых отчетах оно как-то может подрастает, но в общем платежная дисциплина, она желает оставлять лучшего, мягко говоря. Поговорим немного о сельском хозяйстве. Считается район сельскохозяйственным. Что в этом году? Сейчас должны быть весенне-полевые работы. Да. Приступили ли вы к ним? И вообще, как проекты есть, я знаю, сельскохозяйственные, которые внутренние, да, районные, есть наверняка по целевой программе Минсельхоза. Расскажите, какова ситуация с этим? Да, совершенно верно вы заметили. Мы на пороге сельхозработ. Пока погодные условия не позволяют проводить масштабные, так скажем, в объемах района сельхозработы. А власти готовы к тому, чтобы приступить, помочь, не знаю, с горюче-смазочными, крестьянам помочь что-то вспахать там? На сегодняшний день я вчера имел беседу с директором МТС с Хомского района. Оснащение есть, то есть есть, конечно, определенные проблемы с запчастями, но я думаю, что пахоту проведем в достаточном объеме, то есть заявки, которые будут приниматься от населения, они будут выполнены. В этом отношении у нас была беседа, и он меня заверил, что проблем с пахотой у нас в районе не будет. Что касается реализации проектов, начнем, наверное, с проектов Министерства сельского хозяйства. На текущий год по Сухумскому району утверждены 13 проектов на общую сумму 8,9 миллионов рублей. В основном это проекты, сопряженные с приобретением, то есть средства механизации, кто-то планирует заняться небольшим виноделием, разные, вот такая вот ситуация. 13 проектов получили посланные от района одобрения. Я думаю, что в этом году они будут реализованы. Что касается проектов, финансируемых из источников бюджета района, уже третий год, это нынешний будет третьим годом, когда мы практикуем такие проекты. В этом году мы предусмотрели в бюджете сумму 3 миллиона рублей. Меньше, чем в прошлом. Да, объясню почему. В прошлом году у нас была сумма 8 миллионов рублей. Мы приняли к рассмотрению 19 проектов, а одобрение получили 12 на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Казалось бы, деньги были, земля... дело не в том, что мы не получили... Вот из этих 19 проектов 12 было одобрено, 7 по тем или иным причинам не получили одобрение. Но даже при условии, что эти все 19 прошли бы комиссию и были профинансированы, мы все равно не добирали тот объем, то есть средств, которые были предусмотрены. Тут мы наблюдаем некую, получается, что мало активности у населения в этом отношении, поэтому в этом году остановились вот на этой средней сумме, уже третий год это будет. Мы 3,5 миллионов на этот объем, то есть проекты у нас, они реальны к осуществлению. А какие это проекты, какого характера? Это у нас они ограничены, это многолетние насаждения. Чего? В зависимости от анализа почвы, где какая заявка, какая культура больше подходит, то есть что заявил, соответствие почвенный анализ почвы делается, и то, что предлагается искатель, то и реализуем. Многолетние это цитрусы, фейхоа, фруктовые насаждения. И вы все время будете мониторить ситуацию? Обязательно, конечно, да, это происходит постоянно.
Спасибо вам большое за интервью.